прощения за беспокойство. Ничего. Просто видите ли, я ваш сосед. Мой номер рядом. Сидел у себя, слушал радио, и раз оно испортилось на самом интересном месте. Я в коридор, туда, сюда. Время 12 час. У всех уже темно, а у вас свет. Как я сюда ворвался и сам не заметил. Еще раз извините. Да, ну подождите. Куда же вы? А где же вы дальше будете слушать? Не знаю. Поищу где-нибудь. А то забирайте мой приемник, а утром вернете. Разрешаете? Забирайте. Большое вам спасибо. Извините. Спокойной ночи. Прошу прощения, но в моем номере он не работает. Ну, вот беда. Очевидно, проводка испортилась. И что теперь? Ой, ума не приложу. Прошу прощения за беспокойство. Пойду поищу кого-нибудь. Да ладно, ну что вы, проходите. В самом деле? Ну, конечно. А то будете рыскать по всей гостинице. Ой, наверное, вам уже спать нужно, нет? Нет, нет, ничего. Я ложусь поздно. А вы устраивайтесь поближе. О, спасибо, девушка. Дай вам хорошего жениха. Благодарю. Товарищи, 11 часов. Посторонних прошу покинуть помещение. Понимаете, посторонних нет, вот товарищ рядом живет. Да, мой номер за стеной. Не знаю, товарищи, согласно распорядку, после 11 все расходятся по своим номерам. Да, я понимаю, но знаете, тут такое дело, что... Дела, товарищи, будете обделывать завтра. А сейчас прошу вас по своим номерам. Послушайте. Не знаю. Хорошо, он уйдет. Давайте, товарищи, давайте. Уйдет, уйдет, сейчас уйдет. Предупреждаю, я проверю. Лучше с ним не спорить. Да, придется уходить. Нет. Вы меня неправильно поняли. Я имею в виду, закройте свой номер на ключ и возвращайтесь. Знаете, лучше с ним не связываться. Закроемся. А радио сделаем потише. Обойдется. Ну идите же, закрывайте свой номер.
Москвы. Ну, я тогда пойду почитаю. А вы слушайте. А дверь мы закроем. Так, хотели закрыться. Вы понимаете, у него же радио испортилось. Я понимаю. Да он футбол послушает и уйдет. Футбол, говорите? Да, совершенно верно. Футбол. Ну, конечно. Так, значит, футбол. Да футбол же. Неужели вы не понимаете? Я понимаю, я все понимаю. Я, товарищи, уже не маленький. То есть, что вы хотите этим сказать? Да то, сами понимаете, что. Да что именно? Да то, товарищи, что дураков-то вы здесь не ищите. То есть? Ну что скажете? Вы зарегистрируетесь сначала, а потом уж закрывайтесь. Потом, пожалуйста, милости просим. Я не могу. Так от вас же закрылись, от вас, чтобы не лезли и не мешались. Не мешали, вот и я так думаю. Ну, кому же нравится, когда мешают? А? Да с вами просто невозможно разговаривать. А разговаривать со мной, товарищи, можно, а вот вы разговаривать не умеете, к сожалению. Поэтому прошу вас свой номер. Хорошо. Я уйду. Ну вот. Нет. А вы не уходите. Вы уходите. Пусть он уходит. То есть как? А вот так. Вас же сюда никто не звал. Здесь я хозяйка. Что? Да ничего. Никто же вас сюда не звал с вашими разговорчиками. Да вы что, уважаемая, законов не знаете? Не знаю. Не знаете, так могу разъяснить. Послушайте. И вы не знаете, и вам могу разъяснить. Ну? Да, я же вам сказал, вы сначала зарегистрируйтесь, а потом закрывайтесь. Потом милости просим. Не знали. Не знали, так будете знать. А сейчас прошу вас из женского номера. Я не могу, ну. Хорошо. Я уйду. Но вот вы извинитесь. Перед девушкой извинитесь. Это почему, интересно? А потому, вы ее оскорбили. Неужели вы не понимаете, что вы ее оскорбили? Ну, во-первых, извиняться буду не я. Во-вторых, извиняться будете вы. И не перед ней, а перед вашей законной супругой. А сейчас прошу вас из женского номера по-хорошему. Нет, хватит. Теперь я отсюда не уйду. Уйдете? Нет, не уйду. Уйдете! Это вам кажется, что вы не уйдете, но вы не только уйдете, но еще и выскочить можете. Нет, не уйду. Делайте, что хотите. Зовите милицию, а я вот буду сидеть и слушать репортаж. Все. Мешать я вам не советую. Отпустите! Кроме не хотите! А не смейте! Слов не понимаете, Идите а? за право! Предупреждал? Вы Предупреждал. за это ответите, я вам обещаю. Давай, давай! Дать я этого не оставлю, я вам обещаю. Давай, давай! Видали мы таких Дон Жуанов! Вы меня еще попомните? Вы что? Уходите сию же минуту. Да погоди ты! Что? Притомились? А ты думала? Вы пожилой, можно сказать, человек. Так вот и зарабатываешь свой хлеб. Да как только не стыдно. Досталась мне работенка, а? Вот уж наградили меня должностью с этажа на этаж. Целый день, да еще со скандалами. Нет, ты скажи мне, как с вашим братом с приезжими работать, а? С вами по-хорошему вы не понимаете, начинаешь с вами по закону вы в бутылку. Да ведь он мне руку чуть не выставил. А вы? А вы как его толкнули-то? Будет знать. А если бы он ударился? Да ничего б ему не сделалось, почесался бы и дальше. Невелик барин. Откуда вы знаете? Вижу, тут вашего брата 500 человек. Если каждый начнет свою амбицию показывать, так это что ж такое получится, а? Нет, ты мне скажи, что он зверепенился? Он что, не мог по-хорошему? Он что, не знает, как это делается? Что делается? Ну, тебе-то еще простительно по малолетству. А он-то о чем думал? Да вы же сами во всем виноваты. Пришли сюда, стали чушь всякую городить.
А он-то человек воспитанный, ну мало ли что болельщик, он же из Москвы приехал. Откуда? Из Москвы. То есть, как из Москвы? Так, что из Москвы. А что, струсили? Ерунда. Подумаешь, из Москвы. И в Москве шантропы хватает. А если он начальник, тогда как? А ты что, не знаешь его, что ли? Говорят, вам не знаю. А не врешь? Нет. А вдруг начальник? О, ерунда. Учителишка. Или около того. А вдруг? Да чего вдруг? Какой и вдруг? Вельветовый пиджачок, галстучек барахольный. Да, видать, птицу по полету. А одежки встречаете? А ты думала, на этой работе глаз первое дело. Если бегать, каждому в анкету заглядывать, без ног останешься. Да что одежда, бывает, что человек большой, одевается скромно. И вообще, знаете, мне кажется, что вам давно уже... А крестись, если тебе кажется, а мне голову не морочь. Я устал. Меня там поди уже жена ищет. Кажется ей. Да, не в добрый час я связался с гостиницей, не в добрый. Предлагали же мне спокойную работу, так нет же. За дурными деньгами погнался, а? Регистратура. Администратор говорит. Кто там у нас проживает в 211 номере? 211. Потапов? А кто такой, откуда? Из Москвы? А кто таков? Метранпаш? А что это? Что такое метранпаш? Не знаю. Выясняйте немедленно. Он как к нам вселился? По броне или по командировке? Кто такой? Ну, он когда вселился сегодня? Сегодня. Ну, а кто такой? Что это обозначает метранпаш? Не знаете? Так срочно выясняйте. У него? Нет, у него спрашивать не надо. Если подойдет, разговаривайте с ним вежливо. Метранпаш. Что это? Метранпаш? А по-моему, знаете, это из ОБХСС. Да. Ну-ну. Скажи, что же, а? Метранпаш. Слово-то какое? Черт знает, что за слово. Может, по профсоюзу? А может, депутат? Ну, поосторожнее. Нас предупредили, и это в люксе бы поселился. Нас всегда предупреждают. Ну и что всегда? А ну взял и вот так приехал без предупреждения. Посмотреть, что вы тут вытворяете? Ты знаешь, говори, да не заговаривайся. Метранпаш. Паш? В царское время при дворе чего это такое было, а? Было? Да вроде было. Черт его знает. Ресторан? Музу Ханановну. А кто это? Слушай, друг, ты случайно не знаешь, что такое метранпаш? Ну да, откуда тебе? Да где я тебе говорю? Калошин. Слушай, там жена моя еще не ушла. Работает? Да нет, у нее спрашивать не надо. Она-то уж тем более не знает. Ладно. И что за учреждение такое, а? Темнота, невежество. Предлагали же мне культурное заведение, а? Так нет же. За дурными деньгами погнался, а? Андрей Васильевич, добрый вечер, Калошин. Извините, что так поздно, но да, по делу. Вернее, нет, не по делу. По делу, Андрей Васильевич. Андрей Васильевич, будьте так любезны, объясните вы мне неучу, что такое метранпаш.
обещали. Да нет, нет, тут случай такой. Ничего, ничего. Извините, извините, спокойной ночи. В 2 институтах обучался невежа, а? Вот ведь на кинохронике тогда, небось, каждый гардеробщик скажет, а тут... Регистратура? Ну что, выяснили? Из газеты? Кажется? Ну, а поточнее вы не могли узнать. Ну, там редактор есть, корреспонденты, а это кто? Не знаете, так срочно выясняйте, немедленно. Кажется, из газеты. А из какой газеты? Из Труда? Или из Известий, чего доброго? А вдруг он над всеми газетами сразу? Что же он тогда со мной сделает? А что захочет, то и сделает. Посадит на ладошку, дунет, и полетишь. Еще так полетишь, что, может, нигде не сядешь, не приземлишься, а так и будешь летать по воздуху. Ага, запрыгали. Извинюсь. Где он? Сию секунду извинюсь. Товарищ Потапов! Товарищ Потапов! Товарищ Метродваш! Где он? Куда ушел? Куда? Не знаю, может, милицию? А что же делать? Вот уж не знаю. Вы кашу заварили, вот вы и расхлебываете. Если он, да еще в милицию. Ну, лично мне вас ни капли не жаль. А за что? Что я ему сделал? Почему он молчал? Почему не назвался? Разве так можно? Да я ведь тоже человек, не овца какая-нибудь. Побегай-ка тут целый день, покрутись-ка. А у меня склероз, гипертония, мне до пенсии 3 года осталось. И вообще я немного нервный, я, может... Ну уж нет, всякое со мною бывало, а до суда никогда не доходило. И не дойдет. Дочка, скорей, беги, разыщи его, слышишь, а? Чего это ради я побегу? Ну, найди его, поговори с ним, скажи, что кается, мол, администратор дрожит, землю грызет, прощения просит, и вообще, скажи, он немножко не в себе, ну, не в службу, а в дружбу. Да вы что? Да бегите сами, а мне спать пора. Дочка, скорее, а? Я ведь по-хорошему хочу. Я извиняться буду и перед ним, и перед тобой хоть сейчас. Не нужны мне ваши извинения. Дочка, благодарю, скорей, моя судьба сейчас может от секунды зависеть. Все, хватит, звоните и уходите, ну мне же спать давно пора. Вы не думайте, что ради вас. Дочка, скорей. Врешь, не возьмешь. Катя, Калошин, супруг дома? На дежурстве? Все, Катя, все, потом. Скорая? Мне Рукосуева. Да, Бориса Петровича. Врешь, не возьмешь. Борис, это Семен. Спасай, Борис. Меня спасай. История. В гостинице я нарвался. Скорее забирай меня в больницу. Да нет, я здоров. Но мне нужна справка, что я не в себе, понимаешь? Ну, рехнулся я, помешанный. Ну, да нет, я здоров, но как будто бы. Борис, милицию вызвали, дело судом пахнет. Скорей приезжай. Машины нет. А когда будет? Скорей, Борис, горю, век буду благодарить. Гостиница, 2-й этаж, 210
Артура. Ну что выяснили? Это я уже слышал. Какую должность, я спрашиваю, занимает? Бросайте все, выясняйте немедленно. Да-да-да, подождите. Там жена моя еще не ушла. Если подойдет, скажите, пусть сегодня едет домой без меня. Да-да, задержался по важному делу. Не ждет, не ждет. И когда узнаете, что такое метранпаш, сразу позвоните в 210 номер. Пост какой занимает, да чтобы в точности. Врешь, кто бы ты ни оказался, Калошина, брат, голыми руками не бери. Калошин хоть и не метранпаш, но и не водовоз какой-нибудь. Ничего, товарищ метранпаш, теперь еще неизвестно, кто у кого будет прощения просить. Вам кого? Не узнает. Значит? Вы о чем? Да что вы делаете? Пишу, как видите. Да, но только что вот это вот все значит. Решил немножко полежать, отдохнуть, книжечку почитать. Ну что ж тут удивительного? Да, ну, это очень даже странно. А в чем разговор? Не понимаю. Ты же просто, я даже не знаю. Что вас так волнует? Что вас так удивляет? Если вы насчет того, что я ваше место занял, так я подвинуться могу. Что? Могу подвинуться. Пожалуйста. Да вы что, на самом деле, вы спятили или рехнулись? Нет, зачем же? Я не велик барин, не метранпаш какой-нибудь. Могу и подвинуться. Сошел с ума. Что с вами? Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Самочувствие
посмотрите-ка на нее. Испугался ее, наверное, кто-то. Давайте, давайте, Вы давайте. кто такая? Я? Кто я такая? Ну вы кто такая? Кто она такая? Жена, что ли? Она? Не знаю. Первый раз ее вижу. Да ты что, старый черт, а? Ты что это говоришь такое? Ты соображаешь или нет? Так вот именно, что не соображает! Кто я тебе? Ну? Вы? Кто я? Ну? Ты. Ну? Не узнаешь? Узнаю. Кажется, где-то видел. Какая не припомню. Что? Вспомнил. Кто я такая, говори? Жена, моя жена. Она очень похожа на мою жену. Похоже? Как 2 капли воды. Но моя жена не такая дура. Нет. Моя жена умная женщина. Да кто вы такая-то на самом деле? Ну жена или нет? Говори, злодей. Это не моя жена. Ну теперь-то вы понимаете? Да ты что, старый черт, а? Смеешься надо мной. А вы не шумите. Шуметь и скандалить, это вы можете. Грубости и всякие неприятные слова, это вы тоже знаете. А вот что такое метранпаш? Это вам известно? Слушай, Семен, ты это брось. Ты мне идиота-то тут не разыгрывай. Да поймите, он и не разыгрывает. Он забрался на кровать, пока меня не было в номере. Что? Да вы за кого меня принимаете, да? Да вы что? Вы до сих пор ничего не видите? Вижу, не волнуйся. Я этого паршивца насквозь вижу. Нет, ну с ума он сошел. Надо же. Да, так я вам и поверила. С ума сошел. Вот тут. Нет, я вижу, с вами бесполезно говорить. Вот приедет врач, Что? я говорю, врач приедет, вот тогда Ты и... еще и врача вызвала? А ну, поднимайся! Не хватало, чтобы тебя здесь еще видели. Нет. Что же это? Ты что же это подняться не можешь? Не могу. Стыд-то какой, а! Надо же, до врача дошло! Эх ты! Нашел себе занятие на старости лет. Ты еще с больным сердцем. Бесстыжие твои глаза. Нет, я не могу. Поднимайся. Не хватало, чтобы тебя здесь еще видели. Нет. Поднимайся, говори уже, Нет, это минуту! невозможно! Вы знаете, кто я? Я букашка, жучок, я божья коровка. Если я поднимусь, меня ветром унесет. А ну, вставай, мошенник! Вставай, сказала! Нет. А ну, помоги! Да не трогайте вы его! Давай, Семен, хуже будет! Хуже не будет! Да что? Издеваетесь? Мало вам всего? Так вам меня еще и опозорить надо, да? Посрамить по всему городу. Уж нет, ничего у вас не выйдет. Я уж найду на вас управу. Ах, думаете, я одна, да? Надо мной издеваться можно? Ошибаетесь, ошибаетесь. Муза это Марина. Муза, посмотри-ка, Олег еще там? Какой Олег? Да он обычно за последним столиком сидит. Позови, пеняй теперь на себя. Кто такой Олег? Да так, один знакомый. Олег это Марина. Олег, поднимись-ка в 210 номер. Скорее. Ты вызвала его сюда? Что, не нравится? Его сюда! Я гляжу, тебе лучше стало, а? Значит, ты позвала его сюда. Вот и хорошо. Веселее будет. Нет, я все понимаю, ну может без него обойдемся? А это уже не твое дело. Он мой друг, понятно вам? И вообще, между мужчиной и женщиной я больше обожаю дружбу. Не то, что он некоторые. С этого дня он будет ходить ко
весело время проводите. Что и говорить! Ну что ж, я к вам, знаете ли, присоединюсь. Но для начала надо немножечко выпить. Нет, сначала надо ее поднять. Да зачем? Пусть там лежит, отдыхает. Нет, нет, вот сюда заявится врач. Ну и что? Как что? Представляете, какие пойдут разговоры, если... О, уже понял. А ведь по всему городу пойдет. А зачем нам это надо? Это никому не надо. Она совершенно права. Придется вам подняться. Подождите, детки. Ну, вы хоть и сумасшедший, но подумайте о своей репутации. Дайте только срок. Ну давайте, поднимайтесь, пока здесь все свои. Инцидент пока имеет частный характер. Но как только здесь появится кто-нибудь посторонний, подумайте об общественном мнении. Ладно, С хватит вами с ним мелко будет и разговаривать. свисток. Бери его и поднимай. Ну зачем же так? Мы люди интеллигентные, мы сами справимся. Не правда ли? Бери его за шиворот и никаких. Ну что такое? Мы же воспитанные люди. Вы же знаете, что такое моральное разложение. Олег, ты провозишься. Не заставляйте меня прибегать к физической силе! Я человек воспитанный, но... Если ты человек воспитанный, если ты человек цивилизованный, если ты человек интеллигентный, тогда скажи мне, что такое метрампаж? Я так больше не могу. Ну скажите вы ему, если знаете, ну на этом-то он и помешался. А чё? На медранпаже. Это как же? Да вот так. Ко мне в номер зашел человек, а он его отсюда вытолкал. Так, Вытолкал, а потом спохватился. Кого вытолкал? так, Кто такой, откуда? Позвонил в регистратуру, ему говорят, медранпаж. так, А кто такой медранпаж? Ну никто же не знает. так, Кто такой, откуда? Метрампаж? так, Ну вот он и тронулся с перепугу. так. Ну, врет она. Подождите, что правда? Никто не знает, кто такой метрампаж? Так в том-то и дело, но если вы знаете, ну скажите ему, вдруг ему это поможет. Ой, боюсь, как бы ему не стало от этого еще хуже. Оскорбить метрампажа, знаете ли. Да кто он такой? Так, тихо! Вы его не били? Нет, Не употребляли грубую физическую силу? ничего такого, клянусь. Он его вытолкал. Вытолкать метрампаж, это плохо. А, не выражались? Как? Ну, не употребляли нецензурные выражения. Ну, не матерились, мать твою! Ой, ни разу. Ага. Нет, он назвал его Дон Жуаном. Назвать метрампажа Дон Жуаном — это нехорошо. Это уже совсем нехорошо. Так кто же такой медранпаж? Кто? Ну знаете вы или нет? Метрампаж. А? Что такое метрампаж? А, я вижу, вам вернулся рассудок. Тем хуже для вас. На вашем месте лучше оставаться сумасшедшим. Метрампаж, друзья мои. Такое метрампаж. Да, друзья мои, плохи ваши дела. Метрампаж — это человек из министерства. Это большой человек! И с этим уже ничего не поделаешь. Прошу. Борис, это ты? Нам повезло. Это Борис, его старый друг. Камаев, преподаватель. Ну, где наш больной? Лежит. Стало быть, дело серьезное. Семен, ты чего это, голубчик? Семен, что с тобой стряслось? Да ты не волнуйся!
Он больше притворяется. Притворяется? А для чего же это он притворяется? Да вот, натворил делов, вот и крутится. Семен! Семен! Ты что, оглох? Семен! Хватит придуряться. Семен, это уже лишнее! Хватит, говорю, придуриваться. Это же Борис, ты что, не видишь? Оглох он, что ли? Семен, это ты, брат, уже через край! Ну, артист! Поднимайтесь, ну хватит вам поясничать. Семен! Да что с тобой, а? Отвечай, шут гороховый. Подождите! Ну надо же, ты чего обнахалился? Тихо! Ему плохо. Что? Он без сознания. Это серьезно, доктор? Какие могут быть шутки? Ну как же так? Тише, 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 спокойствие, спокойствие, У него сердечный приступ. Ну вот, доигрался. Ну что? Ну, Тихо! Он умирает. умирает! Что ты сказала? Это ты сказал. Семен, дорогой, Она сказала, что я помираю. Это правда. Нет. Нет, это правда. Семен, молчи, я не хочу. Сам чувствую, что помираю. Я не хочу, чтобы ты, ну, Семен. Тихо, 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 тихо. Тебе нельзя разговаривать. Борис, Не надо, не надо. мне конец. Ты сам сказал. Семен, Врешь. Семен, молчи. Все 6 лет Семен, тебе нельзя разговаривать. ты ждала этого часа. Семен. Теперь радуйся. Успокойся, успокойся, прошу Доктор! тебя. Я полагаю, посторонним здесь делать нечего. Он еще здесь? Что? Ты еще здесь? Это вы мне? Вон отсюда, сутенер! Вон отсюда! И ты, змея, вон отсюда! Семен. Вон отсюда! Я хочу помереть среди порядочных людей! Выйди, так будет О! лучше. Выйди, 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 выйди. Выйди, так будет лучше. Семен, Семен, я запрещаю тебе разговаривать. Чего я и так долго молчал? Тебе нельзя волноваться! Успокойся! Кто там? И никому не открывать! Может, это Митранбаш? Никому не открывать! Ну почему? Откройте, пусть он войдет. Митранбаш так Митранбаш, плевать я на него хотел. Приехал тоже, как он приехал? Разве так порядочные люди приезжают?
положите трубку. Он занят, а что передать? Что? Митранпаш? Да-да. А откуда? Это точно? Хорошо. Хорошо, я передам. Митранпаш? Митранпаш, это из типографии. Типография? Да, наборщик. Наборщик! Мышь типографская! Гля! Букашка! А ведь как напугал! До смерти напугал! Тебе нельзя шевелиться. Ну не идиот ли я, снова испугался звука скрипа тележного. Прошу тебя, пойдем. Стыд, Прошу, позор. пойдем в постельку. Нет, Пойдем. Борис, видно, так мне и надо, как был невежа, так невежа и помираю. Лежи спокойно. Нет, Борис, кончено сердце. Чувствую, как оно останавливается. Выпей, на, выпей. Напрасно, это все напрасно. Нет, Борис, видно, от судьбы не уйдешь. Давно, когда я еще баней заведовал, сказал мне как-то один грамотный человек: вы, говорит, с вашим характером далеко пойти можете, только учтите, погубит вас ваше невежество. Так оно и вышло. Хотел я от судьбы уйти, следы заметал, петли делал, с места на место перескакивал, сколько я профессий переменил. Чем только не заведовал, и складом, и ЗАГСом, и баней, и рестораном, и по снабжению, и по профсоюзному делу, и по спортивному сектору, в каких сферах только не вращался. Большим начальником, правда, не был, но одно время был даже директором кинотеатра. И ведь везде что-нибудь да получится. То инвентаря не хватит, то образование. Всякое со мною случалось, но везло мне все же. Хлебнешь, бывало, а потом глядишь, опять выплыл. Только судьба меня не остановила. Как я не прыгал. А досталось мне в конце концов эта самая гостиница. И Митранпаш в результате. Начальства я, Боря, всегда боялся. Ничего я на свете не боялся, кроме начальства. Я так его боялся, что когда сам сделался начальником, я самого себя стал бояться. Сижу, бывало, в кабинете и думаю, я это или не я. Думаю, как бы мне самого себя под суд не отдать. Так всю жизнь и прожил в нервном напряжении, дома еще ничего. А придешь на работу и начинается с одними одно для себя изображаешь, с другими другое. И все время думаешь, как бы себя не принизить и не превысить. И принизить нельзя, а превысить и того хуже. День и ночь, бывало, об этом думаешь. Откровенно тебе скажу, Борис, только сейчас и дышу спокойно перед самой смертью. Да подожди ты, Серега. Нет, Борис, моя песенка спета, кончена. Увидишь жену мою, первую жену мою Клаву, дочку мою увидишь, скажи им, мол, помирав, о них думал. Эх, Борис, только и было жизни, что молодость. Помнишь, на реке работали. Буксир был Григорий Котовский. Помнишь? А лейтенант Шмидт. Помнишь? Помню. Ты, главное, не волнуйся. А Иван Тургенев. А кто виноват? Митранпаш виноват. Жена моя новая виновата. Да никто не виноват. Лежи спокойно. Нет, Борис, сам я виноват. Сам во всем виноват. Там жена ваша просится. Пусти ее. Пусть она войдет.
почему сразу обманывала? Я тебя вообще не понимаю. Тут человек при смерти находится. Человек при смерти находится. А ты о чем говоришь, Арсенипий? Нет, я этого не понимаю. Я этого, признаться сказать, никак не понимаю. Ничего, ничего. Значит, Варя, хотите в квартиру себе живите дружно, за деньгами не гонитесь, за чинами тоже. Главное, чтобы совесть была чиста. Ну подожди ты, Семен! Нет, Лариса, мне конец. Мое дело ясное. Сердце вот-вот разорвется. А Митромбаш это не из министерства. Запомните, это из типографии. Наборщик. Что вы говорите, а? Учиться надо, молодой человек. Если бы я мог прожить еще одну жизнь, разве бы я так не... Подожди ты. Марина, еду мне положите небольшую. Она недорого стоит. На плите напишите, хотя ничего не надо писать. Только фамилия, имя, отчество, год рождения и... Подождите! Подождите. Семен, тебе это... Нет, подождите. У тебя вполне приличный пульс. Ну, конечно, у тебя вполне приличный пульс, Семен, тебе лучше. Так. Считай, что выкарабкался. Простите, доктор, вы это серьезно? Да какие могут быть шутки? Он будет жить! Ура! Жить! Да! Ну как же? Ты что, недоволен, что ли? Я не понимаю. А что вы жить? Живите, радуйтесь, вам подарили такой шанс. Ну как же, а? Ну как же? Простите, что же теперь, а? Ну, живи, Семен! Конечно! А что вас не устраивает, а? Вам такой шанс подарили. Если вы переживаете по поводу завещания, не переживайте. Лично я никаких претензий не имею. Вот тем более, вот. Вот как! Да, именно так. Простите, доктор. И, откровенно говоря, вот прошу вас, мне даже вот так вот больше нравится. Ну, ты всегда говорил. Мариночка! Мало ли что я говорил, человек живых остался. Радоваться надо. Все, по одному там видишь? Нет, я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Да вы что, ну? А я тебя, кажется, поняла. Очнись ты, ну. Так вот, не бывает по-старому. Семен, прости меня. Прости, если ты, я останусь с тобой. А он вот этот вот, я его знать не желаю. И слава Богу! Адью! Сам купил. Семен, ну что же ты, а? Ну, ты посмотри на меня, посмотри. Ну скажи что-нибудь, Семен. Да кто там еще? Ну войдите! Можете меня поздравить, они выиграли! А что это у вас тут происходит? Тут в коридоре вся гостиница собралась. Вся гостиница? К черту гостиницу! Я начинаю новую жизнь! Завтра же ухожу на кинохронику!
Подъем! Ой! Доброе утро! Выпить! Выпить? А, выпить! Сколько хочешь? Выпить! Выпить! А что ты хочешь выпить, а? Это, водки, а? Что там? Или пиво? Наверное, коньячку? Водки. Так. Водку, значит, предпочитаешь, да? Нет, ничего. А деньги? Обследуй. Тишина. А у тебя? Ни копейки. Слушай, куда я подевал свой ботинок, а? Ты не видел? А есть у тебя знакомые в этом городе, а? У меня? Никого. И у меня. Я в этом городе. Ой, я в этом городе первый раз, да. Фух. Слушай, где же нам с тобой взять 3 рубля, а? 3,62. На запись. А где взять? На заводе, а? Правильно, на заводе. Не-не-не-не-не-не-не. Эй, служебные отношения в первый раз должен понимать. Ой, не надо. Звони. Ладно. Нарушаю этикет. Хрен с ним, с этикетом. Звони. Нет, не положено. У нас же как? Это экспедитор всем дает. А экспедитору никто ничего не дает. Это закон. Ой. Полста 61. Ой, начальник сбыта. Строгая женщина такая. 36 копеек. Молчит. 36. А бутылка пива 37. Не получается. Полста 32. Проходная. Алло? Алло? Фарфета? Фарфоровый? Это, а почему у вас контора не отвечает, а?
порядочный человек, да. Надоел. О! Еще тоже кобыла. А тут у нас парочка поселилась. Молодые, веселые. И водки им не надо. Да. Федор Григорьевич, с кем я пил вчера? Не помню. Беда. Отправили же меня с тобой на мою голову. Я 3 месяца не пил. А ты, змей, за 3 дня меня всего испортил. Федор Григорьевич, не ной. Где нам денег с тобой взять? А где их возьмешь? Занять? У кого? Тут, подожди, тут же думать надо, соображать. Не могу я думать, у меня голова болит. Да замолчит он или нет? Ладно, Федор Григорьевич, не шуми. Не надо. Душу он мне вынимает. Да у него работа такая, зачем шуметь? Наоборот, артистов уважать надо. Они же большие деньги заколачивают, да? Туда провел, рубь, обратно, еще рубь. Слушай, займет он нам трояка. А что тут такого? Так, мол, и так, извините. Завтра дадим телеграмму, а? Федор Григорьевич, давай. А почему я? Почему не ты? Федор Григорьевич, ну я же как-никак твой начальник. Да какой ты начальник? Не пойду. Федор Григорьевич, ну ты посмотри на меня. Я же без ботинка. Ну, в таком виде в приличном обществе появляться не культурно. Не пойду. Ладно. Черт с тобой, не иди. Иди к этим, к молодым. Они же веселые такие. На машине приехали, богатые. Зайдешь, извинишься, скажешь, ради бога, дайте денег. Мужа в коридор вызовешь. А кто он такой? Ну, кто такой? Ну, инженер какой-то. Ну, скажешь так, мол, так, завтра телеграмму, и все нормально. А в коридор не вызывай. При женщине говори, ладно? Учи. Хрен с ним. К инженеру. Подожди. Петр Григорьевич. Вот. Алло? Товарищ скрипач? Доброе утро. Ну и как вам спалось? Да извините, это соседи ваши, да. По гостинице соседи, да. Вы знаете, мы сейчас с другом сидим и просто наслаждаемся вами, да.
мировые. Ой, господи, что люди с деньгами делают? Видеть этого не могу. Это вы о чем? О чем? Но Вот я, к примеру, по копеечке собираю, внучку никак одеть не могу. А вы на водку-то сотнями фугуете. Зло меня берет. Что это за... Что это такое? А? что там, Анна Васильевна? Ну это что такое? Ну где-то видно, чтобы ботинок в урну класть. Господи. А как это он туда попал, а? А вот и я спрашиваю, как он туда попал. Самому удивительно, если честно. Господи, срам! Да и только! Да, вот что еще. Вам от администрации напоминание. За номер не уплачено за 3 дня. И вот 3-го дня графин разбили. Так что готовьте денежки-то. Ой, Анна Васильевна, ты меня убиваешь вообще. Ага, я убиваю. Господи. Анна Васильевна, Господи, я, конечно, все понимаю, да? Внуки, они внимания требуют, да? Ага. Но бывает случай, когда не выпить Ну, нельзя. конечно, Да, конечно. ты посмотри, Чё? посмотри, Анна Васильевна, на него, посмотри. Да что мне на него смотреть? Что я у него не видела-то? Господи, боже Да мой. ведь он человек больной, Больной, да, нездоровенький, ему ж помочь надо. конечно, да. Анна Васильевна, дай трешку на завтра! Дай! Не дам! Ни стыда, ни совести у вас нет! На водку сотни фугуете, а спросите-то у кого-то, а? Не дам! И не думайте, и не просите! Заразы такие, гады такие! Не дам им все! Ударится. Не даст. А эти, Кто? ну, соседи, чё, как там? Кто? Они, Они? Да. Да. Держи карман шире. Парень-то не дурак, а образованный. У нас, говорит, свадебное путешествие. Расходы, говорит, большие. Так что, извини, друг, закрой дверь с той стороны. А этот... то же самое. Отказал. Это дело гиблое. Никто не даст. Не могу я. Да черепок раскалывается. Да замолчи. Петр Григорьевич, да убитый! Федя! На мозге он не свернется, да! Твоя долбежка мне в голову отдает! Федя, не надо! Что это значит? Зачем? Зачем вы стучите в стену? Ваша музыка нам надоела. Да? Так я вам мешаю. Я мешаю вам орать, реветь, кричать. Да? Простите великодушно. Ну, на первый раз, я думаю, мы его... Виноват, виноват! А между прочим, вчера вы даже визжали! Вот вы именно визжали! Как это вам вообще удается, я не А понимаю! вы знаете, получается как-то... А теперь, значит, еще в стену стучать, да? Не слишком ли это, друзья мои? Ваша музыка
разумеет-то? А у нас ни разу нету, да? Представляете? Не разумею. Откуда у вас нервы? Зачем вам нервы? А если они у вас есть, то зачем вы стучите в стену? Ваша музыка нам отточертела! Да, Товарищ Степанович, здесь вам не дом культуры, Вот здесь именно. гостиница, люди тут отдыхают. Да, работа, чтоб не звука нет! Да, вот, придем к вам на концерт, там Что? жить и сколько хотите. Да! Вы на мой концерт? Зачем? 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 Ну, как это зачем? Получить удовольствие, приобщиться к высокому, ну как там это? Удовольствие. Удовольствие? Не пугайте меня. Не надо. 100 лет не ходили, еще 100 лет не ходите, ради бога. Вы лучше в балаган отправляйтесь, в кабак, туда, прямиком. Но ко мне нет, ко мне не надо. У меня не смешно, не смешно. И никаких удовольствий. Да я лучше в пустом зале играть стану. И не мешайте мне работать! Черт вас подери! Вот! Заводной мужик. Да ладно, народ на него не ходит и деньга не идет. Деньга есть. Жмется. Точно. «36 копеек. Даем телеграмму, а? Кому? Кому? Ну, давай в управление, а? А, не, там, где ты, точно протяну. Ну, жене. Ай, не поймет она, да. Слушай, матери, может быть, а? Мать, конечно. Мать не подведет. Так, Лопатск, Перова 8, Угаровой, срочно 45. Белореченск, до востребования. Целую, Виктор. О, 36 копеек, Федор Григорьевич. Уложились мы с тобой. 3 рубля всего надо, а? А я когда в геологии работал, для меня 3 рубля было расплюнуть и растереть. 3 рубля. А ведь без них и подохнуть можно. Да ладно тебе, Федор Григорьевич, А? не ной. Ну что с тобой, в лесу что ли живем, а? Посмотри на улицу, сколько там людей. Не пропадем? Ну вот и попроси. Чего не просишь? Проси. Не буду. Все они добры, когда у тебя деньги есть. А вот когда их нет, вот я тебе сейчас покажу. Люди добрые! Граждане! Минуточку внимания! Федор Григорьевич, ты что делаешь, Погоди, а? погоди, смотри, что получается. Люди добрые! Безвыходное положение, ну тяжелый случай, а? Да погоди, граждане! Кто даст взаймы 100 рублей? Федор Григорьевич, милиция такие шутки не любит. Да вот, гляди, смеются. О, расплылся на цепи желудок. А другие будто не слышал. А вот толстяк, смотри, воду прибавил. Вот они твои люди добрые. Ой, деньги, когда их нет,
Я, если деньги вам, конечно, необходимы, то... Может, хочешь нам дать денег? Да, я могу вам помочь. А по шее получить не желаешь? Ну так, для смеха. Нет, спасибо, пошли не хочу. Извините, а что вы от нас хотите? Ну, я хотел вам помочь, но я вижу, что вы пошутили. Ну что ж, возможно, это смешно. Извините. Погоди. А зачем приходил? Я же говорю, я хотел... Хотел нам дать денег? Куда? Извините, вы что, шутите, да? А может, вы издеваетесь просто? Нет, выходит, вы надо мной подшутили. Извините, нам с товарищем не до шуток, да. Мы еще с утра не завтракали. Не понимаю, вам деньги-то нужны или нет? Он предлагает на троих, да? Да ничего подобного. Да, хватит придуряться, скажи, зачем пришел. Я хотел вас выручить, но я не настаиваю. Слушай, друг, слушай. Полезай ты хоть в самую свою душу. Ну разве ты вылезешь оттуда? Ну хотя бы, ну 3 рубля, а? Нет? Ну то-то. Ну, товарищи, вы меня удивляете и обижаете даже. Вот, держите. В каком это смысле? Да держите, держите. Это то есть... Да берите, берите, пользуйтесь. Ну что вы действительно? Ну, все мы люди. Всем нам иногда бывает необходима помощь. И мы должны помогать друг другу. А как же иначе? Иначе нельзя. Ну, хорошо, раз вы так щепетильны. Вот мой адрес. Вот мой адрес. Вернете, если вы иначе не можете. Но я предупреждаю, что можете не возвращать. Это, извините, в каком смысле не возвращать? В прямом не возвращать. Ну, счастливо. До свидания. Сколько? Стоп! Да, Я. Петр Григорьевич, у меня такое ощущение, что нас сегодня будут бить. Что? Петр Григорьевич, где-то же я его уже видела. Слушай, он с нами не пил вчера, а? Погоди, погоди-ка. Погоди. Анна Васильевна! Анна Васильевна! Что такое? Что такое? Что случилось? Анна Васильевна! Что? Вот скажите, вы же умная женщина, да? Ну. Вот вы представьте, приходит к вам молодой мужчина. Че это он ко мне пришел? Ну не в том смысле. Просто пришел молодой мужчина. Ну, просто. Говорит, здорово, Здорово. Анна Васильевна. Да. Вот, засовывает
засовывает руку в карман, достает 100 рублей, на, говорит, Анна Васильевна, пользуйся, и уходит. Да ты че? Может быть такое? Да глупости! Чума! Чума не дам! Денег не дам! И не просите! Живите! 150 лет! Делать вам пьяницам нечего! Вот, забирай свою сумку, но тебя к черту. Но ведь я их вам уже отдал, это некрасиво. И притом они вам нужны, зачем же я буду их забирать? Извините, а вас, насколько выпустили? Ненадолго? Откуда выпустили? Ну, из вашего, вот из этого, дома-то. Да послушайте вы, эти деньги, как вам сказать? Ну, в общем, у меня есть деньги, но эти, они мне не нужны. А может, денежки вовсе не твои, а? Да чьи же они, по-вашему? Извините, а они у вас не фальшивые? Да что ж такое-то, товарищи, да это глупо, наконец. Я же от души, поймите. Скажи откровенно, лет золота ли вам сюда? Ну, не понимаю. Я говорю, откуда аванс? Подъемные, то есть, да? Лен Золото! или мам слюда? Да какое лен золото, какая мам слюда, Бог с вами! Извините, а вы в Бога верите, а? Ну, в секте вот вашей не состоите ни в какой? И вообще, вы кто? Кто вы такой? Скажите нам откровенно, кто вы вот такой? профессии, А, да, по профессии, кто? А? По профессии я агроном. Агроном! Агроном? Семь, значит, пашем. Сеем, пашем. А колхоз, конечно, миллионер. Ну, миллионер, А а что? рабочей силы не хватает. Ну, не хватает. Ну, так бы сразу и говорил. Ну, дом, конечно, срубите, корову дадите. Да я же просто даю, просто! Я просто вас выручаю! А почему ж вы мне не верите-то? Скажите, а у вас родители живы? Почему вы спрашиваете, а? Это так интересно. Из милиции, что ли? А, смотри. Может, вы из этих? Из органов таких? Мы люди маленькие. Он шофер, я экспедитор. Какой интерес, а? Какой у вас? Ладно, ерунда. Я вам еще раз повторяю, я просто даю. Бескорыстно. Чувствую я. Возьми эти деньги, на мне потом долго воду возить будут. Возьми. Пересчитай. Ну? Я вижу простое человеческое участие. Вам непонятно. К сожалению. Ну, извините. Не поминайте. Слушай, друг, слушай. Ну, объясни хоть на прощание, но признайся. А то же я ведь ночь спать не буду. Ну, 100 рублей просто так за здорово живешь. Ну, кто тебе поверит, а? Ну, Я хотел вам помочь. Ладно. да врешь! А ну, давай! Товарищи! Ну, что вы делаете, товарищи? Да в чем дело? Тише, Иван! Тише! Сейчас! Что вы делаете? В чем ты признаваться говоришь? Рассказывай давай. Разрешите, сейчас я расскажу. Откуда деньги, а? Да я же все вам сказал, вы не понимаете, что вы мне надо. Да хватит, Кирюша, темней. Ты можешь на нас надеяться.
человека. Ну, приятно тебе было, это приятно. Вы же сами этого хотели, вы даже добивались того, чтобы я сказал вам, что эти деньги ворованы. А почему же вы нервничаете? Да не крал, он не крал. Чего-то другое. Ну что? Минутку. Чего? А, документики. О, Ну-ка. посмотрим, что за птица. Дай сюда. Так, чего? Хомутов Геннадий Михайлович? Ага. Агроном? Слушай, ну, и фамилия-то у него какого-то агронома? Слушай, агроном, Агроном? а откуда у тебя такие лишние деньги, а? Вот мы тебя отведем куда следует. Пусть-ка там поинтересуется. Слушай, а может ты сам оттуда, а? Да послушайте, развяжите меня, вы же пожалеете об этом. Федя, да не надо! Федя! Федя, Остановитесь, вы остановитесь, что вы делаете? От меня ты не уйдешь. Товарищи! Развяжите меня! Федя! Что мы теперь с ним делать будем? Он от меня так не уйдет. Федя! Что мы с ним с таким связанным делать теперь будем? Позвать кого-нибудь. Людей позвать, пусть рассудят. Давай. Зови музыканта. Давай ты! Я. Зови! А. Сейчас! А. Сейчас! Анна Васильевна, люди добрые, прошу вас. Люди добрые, заходите. Опять! Прошу. В чем дело? Входите. Я прошу. Что опять такое? Анна Васильевна, садитесь. Садитесь, граждане, садитесь. О, ведите в курс. Товарищи, вы видите перед собой индивидуума, который буквально за полчаса истрепал нам все нервы. Покороче. Слушайте, развяжите мне руки. Да, почему он связан? Он что, преступник? Вы знаете, может, преступник, а может, что и почище. Ну, значит так, просыпаемся мы сегодня с товарищем, я извиняюсь, с похмелья. Ну, в общем, дело такое. Тут я давеча, ну, шутки ради, крикнул в окно, мол, граждане, займите 100 рублей. Вы слышали, мне кажется, что шутка возмутительна. Продолжайте. Но пошутили и забудем. А тут вваливается этот бус. А совершенно нам, между прочим, не знаком. Вваливается и говорит, мол, это вы просили деньги. Достает сотню, ну 100 рублей. То есть. 100 рублей? Да, достает и говорит, 100 рублей. нужны, берите, пользуйтесь. Господи, Оставляет здесь эту сотню и уходит. Так или нет? Но вы дальше рассказывайте. Ай, ну я его, конечно, догоняю, волоку сюда, ну что, почему? Ну 100 рублей не шутка. Не шутка. Да. А он нам мораль. Помочь, говорит. Ну помочь, я вам От хотел. всего сердца, говорит. Конечно. Ну вот мы тут с ним бьемся. А он на своем. Просто так. Бескорыстно. Вот рассудите, люди добрые. Рассудите. Извините, может, мы чего-то Да. в жизни не понимаем, а? Он шофер. Да. Я экспедитор. Я добываю унитазы Унитазы. для родного города, между прочим. Вот вы. он, наверное, пьяный! Он Да пьяный! трезвый он, вот в чем дело. А, трезвый? Да. Вот вы, товарищ Скрипач, вы человек серьезный. Да. Поговорите с ним как следует, а? На самом деле, ну объясните вы им, толкуйте. Так а что же, все, что они сейчас расписали, Ну да, так все и было. Ну и как же? что же, 100 рублей? Ну да, 100 рублей. Бескорыстно? Ну конечно, бескорыстно. И почем нынче бескорыстие? Подарить этим молодцам 100 рублей? Загадочно. А в том-то и дело, что загадочно. Чего тут загадочного? Просто он жулик и все. Ну зачем же ты так? Ну ведь неизвестно. Что неизвестно? Неизвестны мотивы. Недаром же он их скрывает. А по мне, так такой мог сделать только пройдоха, заведомо плохой человек, словом, жулик. Послушайте, я прекрасно понимаю. Сами вы видите, вы никому не поможете, так хотя бы поймите другого, того, кто помогаете. Ну неужели вы все не понимаете, а? Ну да, идеализм, но скорее всего жульничество. Да. Позвать администратора! По-моему, А чего? врача. Врача. Вы уверены, что вы здоровы? Да я-то здоров!
а другой их копит. Так вот второй дает первому, делится с ним, помогает. Ну это же так просто, что в этом особенного? Да бред, причем бред религиозный. Бред и вранье! Слушайте, ну да, мы все прежде всего заботимся о себе. Но при этом нельзя, ну поверьте мне, нельзя вовсе забывать о других. Приходит час, и мы только расплачиваемся за свое равнодушие, за свой эгоизм. Это так, уверяю вас! Здесь не такие дураки. Погодите. А может быть, вы ищете популярность? Наживаете, так сказать, моральный капитал? Тогда понятно. Непостижимо! Непостижимо! В этом городе никто, кроме вундеркиндов и старух, не посещает концертов. А интеллигентные люди, вместо того, чтобы заботиться о культуре, пьют водку и стараются во что бы то ни стало удивить белый свет. Зачем вы это делаете? Ради чего? Вы не понимаете, что этим самым вы развращаете публику? Нет! Не верю я в вашу доброту! Это чертовщина какая-то в самом деле! Да не удивлюсь, если завтра эта история попадет в газеты! Кстати, между прочим, может быть, вы журналист? А? Пишете фильетон? Новый почин, так сказать, да? Перестань, ну, пожалуйста. Ну это ж действительно. Сделай людям добро, и они тебя отблагодарят. Кто вы такой, а? Кто вы такой, чтобы разбрасываться сотнями? Вы что, миллионер, да? Я вам скажу, вы не Толстой. Вы не Жан-Поль Сартр, вы жулик. Хулиган — это самое лучшее. Да откуда ты такой? Красавица! Ой, уж не ангел ли ты небесный! Увы, с ангелом никакого сходства. Вы шарлатан. Или разновидность шарлатана. Спасибо вам огромное. Буду теперь знать, как соваться со своим участием. Бросьте, здесь вам никто не верит. Подождите, ну может он хотел вам помочь, ну просто так помочь. Так ничего не бывает. Говори глупости. Почему ты на меня кричишь? Все так думаете? Ну а как же иначе-то, девочка моя? И вы тоже так считаете? Что я считаю и как я считаю, это еще никогда и ничего не изменило. Прошу тебя, не ссорься со своей наивностью. Пожалуйста. Получается, все, что не делаете, делаете не просто так. Да, конечно, милая, не просто так, даже не сомневайся. Все это помощь, все это участие, все теперь не просто так, даже любовь и так. Что любовь? Ну, любовь-то любовью, а только сама знаешь, когда нужно без машины хуже, чем с машиной. Да замолчите! Что я неправду говорю, Валя? Что вам здесь надо? Чего? Да я не вам говорю, я ей говорю, чтобы она знала свое место и вам на пользу будет. Молчите вы, старуха! Что на меня орете-то? А что он на вас орет? А машина-то не его! Машина-то моя! Смотри, агроном! Смущаешь ты людей! Причем тут машина? Как тебе не стыдно? Товарищи, что здесь происходит? А? Мы же все перегрыземся. Все из-за него? Он провокатор! Он провокатор! Он нас всех оскорбил, оклеветал, наплевал на душу! Его нужно немедленно изолировать, немедленно! Он сначала скажет, зачем пришел! Откуда деньги, дружок? Так, говорите, черт возьми! Я хотел им помочь! Хотел вам помочь! Пришел с деньгами! Чего ты хотел? 100 рублей! Не ваши Уж не возомнили ли вы себя Да опомнитесь вы! Остановитесь! Чего вы от меня добиваетесь? Чего вы хотите? Сказать вам, что я зарезал, что ли? Ограбил, убил! Не исключено? Товарищи, возможно, мы раскрыли очень важное преступление. Нужно позвонить в милицию. По-моему, лучше все-таки врачу. Это мания величия определенно. Он возомнил себя спасителем. Алло, справочная? Номер психбольницы, пожалуйста. Вот, давайте. Правильно, давай. Психбольницу, Правильно, позвони. Хорошо!
хорошо. Только развяжите меня, пожалуйста. Вы меня убедили. Вы сможете сделать со мной все, что вам угодно. Но я не намерен сидеть в сумасшедшем доме, мне некогда. В этом городе жила моя мать. Она жила здесь одна, и я не видел ее 6 лет. И за эти 6 лет я ни разу ее не навестил. Ни разу я ей не помог. Ничем не помог. Все эти 6 лет я собирался отправить ей эти самые деньги. Я таскал их в кармане, тратил. И вот теперь ей уже ничего не надо. Я похоронил ее 3 дня назад. А эти деньги я решил отдать первому, кто в них нуждается больше меня. Но остальное вам известно. Но, надеюсь, теперь-то вы меня понимаете? Браток, ну что ж ты раньше-то нам ничего не сказал, а? Кому захочется в этом признаваться? Господи, грех-то Вы извините, что так получилось. Простите, если возможно. Это ужасно. Ужасно. С нами со всеми что-то приключилось. Мы одичали, совсем одичали. Ну, извини, ну. Если бы мы знали, то какой разговор. Извините, разумеется. Извините. Но выходит, что мы с вами квиты. Сегодня я в первый раз поссорился со своей женой. Ну, хватит дуться. Видишь, у человека несчастье. Ну, прости. Прости. Не трогай меня, пожалуйста. Да? Даже так? Ну, пошли. Или ты намерена здесь оставаться? Да, намерена. Да? Даже так? Вы только не подумайте, что мы все уж такие отпетые. Вовсе нет. Это было что-то ужасное. Просто наваждение какое-то в самом деле. Конечно, мы должны были вам верить. Мы были просто обязаны. Ну, извини, друг, ну, деньги, когда их нет, ну, страшное дело. Господи, ну их проклятых эти деньги, где деньги там изловить? Всегда так было. Давайте за вашу маму, так сказать,
за помин души. Да выпей, брат, вина. Да.